Американская баскетбольная команда, приступившая к тренировкам перед Пекинской Олимпиадой, чувствует себя весьма уверенно. Сборная состоит из звезд НБА. Крис Пол из новоорлеанской команды «Хорнетс». Одно могу сказать о нашей команде наверняка. Мы очень не любим проигрывать. Нам даже не столько нравится выигрывать, как нам не нравится проигрывать. Аналогичным образом настроен и Леброн Джеймс из кливлендской команды «Кавальерс». Мы с нетерпением ждем поездки в Пекин и намерены вернуться оттуда с золотом. Но американская сборная отнюдь не тешит себя иллюзией о том, что завоевать золотую медаль будет легко. После неудачи на Олимпийских играх в Афинах 2004 года американские баскетболисты утратили монополию на лидерство в международных соревнованиях. Поскольку много иностранцев играют в НБА, разрыв в уровне игры в международных соревнованиях стал быстро сокращаться. В Национальной баскетбольной ассоциации играют спортсмены из 76 стран, и они приобретают здесь богатый опыт. Иностранцы, такие как немец Дёрк Новицкий, играющий за далласскую команду «Маверикс», аргентинец Ману Джинобли, играющий за «Спёрс» в Сан-Антонио, и китаец Йо Минь, выступающий с хьюстонской командой «Рокетс», игроки мирового класса. В этом году американцы возлагают большие надежды на Майкла Кршишевского, тренера команды университета «Дьюк», который уже трижды приводил своих подопечных в финал студенческих чемпионатов США. Его задача – создать из дюжины звезд сплоченный спортивный коллектив. Наша команда будет делать упор на защите и на стремительных контратаках. Коби Брайант из лос-анджелесской команды «Лейкерс» призван лучшим игроком НБА 2008 года. У нас собралась очень хорошая команда, и у нас есть хорошие шансы на золото. Конечно же, испанцы и аргентинцы тоже на него рассчитывают. Никто не может заранее предсказать, кто победит. Для этого мы и играем. Итак, несмотря на оптимистический настрой, Коби Брайант не считает, что победа у американцев в кармане. Брайан Педом, Виктория Калинина, «Голос Америки».